560 объектов на общую сумму 600 миллионов рублей реализуют в Башкортостане до конца этого года в рамках программы поддержки местных инициатив. Проект реализуется 5-й год подряд. Обсудим это в сегодняшнем интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения вместе с сотрудником Института стратегических исследований Республики Башкортостан Азаматом Барлыбаевым. Азамат Адигамович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете такие результаты, о которых я озвучила в начале программы? В этом году у нас поступило больше 1000 заявок. Это рекордный результат за все время проведения конкурса. То есть у нас указывается, что у нас очень хорошее взаимодействие местных органов власти и населения. То есть люди научились договариваться, научились вместе делать проекты. Ну и это, мне кажется, очень хороший результат. Как вы считаете, каким образом удалось достичь такое доверие друг к другу? Ну, довольно длительный срок. У нас уже 5-й год реализации проекта. То есть люди видят результаты. Каждый год у нас все больше и больше проектов участвует в этом конкурсе. И результаты видны, они налицо в каждом сельском поселении, в каждом городе есть объекты, которые построены за счет средств программы поддержки местных инициатив. Чаще всего по какой формуле реализуются такие проекты? Какие суммы жертвуют сами жители многоквартирных домов? Да? Какую часть берет на себя муниципальный бюджет и какую республиканский? Сразу оговорюсь, у нас не только в городах, еще и в сельских поселениях эта программа реализуется. Она изначально у нас создавалась для сельских поселений, но потом была также в нее были вовлечены и города. Здесь получается вклад населения от 3 до 10%. Также участвуют у нас спонсоры, местный бюджет. Вот, ну и, соответственно, республиканский бюджет вносит свою большую долю в этот проект. Чаще всего в каких параметрах это происходит? Республика вносит сумму взноса республики до 1 000 000 рублей. Вот, население, соответственно, в зависимости от стоимости проекта уже добирает остальную сумму. Население, спонсоры и муниципалитет. Ну, разные суммы фигурируют, поэтому тут однозначно сказать невозможно. В рамках благоустройства что чаще всего соглашаются делать жители? Что они выбирают? Ну, лидерами по проектам у нас выступает первый – это ремонт учреждения образования, школы и детские сады ремонтируются. Это в первую очередь самое большое количество проектов. Второе – это дороги. Третье – это у нас детские площадки. Кладбище тоже у нас ограждает, то есть, ну, такие проекты. В этом году было очень много проектов, связанных со строительством и ремонтом памятников, посвященным юбилею Победы в Великой Отечественной войне. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Скажите, пожалуйста, а есть ли разница того, как программа стартовала 5 лет назад, и то, как она реализуется сегодня? Если на начальном этапе было очень сложно объяснять людям, для чего эта программа была в очень высокой степени недоверия со стороны населения. На сегодня мы видим, что население активно участвует, выдвигает свои проекты. Очень-очень у нас большое количество районов и городов вовлечено в этот процесс. То есть города и районы соревнуются между собой. Поэтому у нас население научилось работать с этой программой и активно участвует в этом деле. Ну, я знаю, что в сентябре будет следующий этап сбора заявок. Сейчас идет, видимо, подготовка. Обрисуйте, пожалуйста, параметры следующего этапа. Сейчас мы работаем над изменением нормативно-правовой документации. Сейчас думаем, как работать у нас в условиях пандемии, то есть как облегчить работу дальше этой программы. Проводим мониторинг. Сейчас у нас этап мониторинга идет. Мы видим, анализируем, как население на местах реализует эту программу, какими проблемами сталкивается, и вносим предложения. Вот. Ну, например, топ-3 таких предложений озвучите, пожалуйста. Ну, топ-3. Первый, конечно, население просит немножко снизить долю вклада населения, то есть, долю финансовой стороны населения. Это, тяжело собирать деньги, потому что в сельских населенных пунктах очень высокая доля пенсионеров, тоже им сложно собрать требуемую сумму. Вот. Ну, второе, это немножко увеличить сумму финансирования, то есть у нас сейчас, со стороны бюджета, то есть, общую сумму финансирования вообще на проект, потому что у нас 400 миллионов, проектов каждым годом все больше и больше, конкурс становится очень таким жестким, то есть разница в баллах составляет буквально сотые доли, поэтому из-за этого, из-за 1/100 доли некоторые проекты у нас не проходят, и население просит увеличить сумму финансирования этого проекта. Также на каждый проект население просит увеличить сумму субсидий, потому что каждый год идет удорожание, то есть стройматериалов, работ, поэтому основное эти требования выдвигаются. Как вы считаете, власти пойдут на такие предложения, согласятся с ними? Пока я не могу сказать, но очень надеемся на это. Вы сказали, что жители настаивают на том, чтобы этот порог 3-10% был снижен. О каких новых цифрах сейчас идет речь? На 3-4% просят снизить, они ставят до 7-8% хотя бы снизить. Это реально? Мы будем стараться. Вот это уже следующий этап. Мы пока сказать не можем, но над этим работаем. Угу. Какой эффект, если все-таки новшества, о которых вы говорите, будут приняты, какой эффект это может иметь? У нас, во-первых, количество проектов увеличится кратно.
Вот, то есть и результат будет намного больше. Мы увидим больше отремонтированных помещений, больше площадок в нашей республике, больше благоустроенных дорог. Основной результат. Давайте всю цепочку расскажем нашим телезрителям, как вступить в программу поддержки местных инициатив, с чего начать, как сделать проект победителем, да, каких нюансах нужно знать. Ну, есть несколько этапов этого проекта. Первый проект — это предварительное собрание. То есть на предварительных собраниях население, вот, например, в населенных пунктах, это в сельсоветах, в деревнях проводятся собрания. То есть и на них население принимает решение вообще принимать участие в этой программе или нет. Кураторы на местах объясняют, какие условия, и, соответственно, приемом голосования люди решают, нужен этот проект или нет. На втором этапе, ну и первоначальные наметки по проектам, что в первую очередь необходимо сделать, какие острые социальные проблемы решить на данный момент. На втором этапе уже выдвигаются конкретные проекты, и люди голосованием выбирают, какой проект они должны выдвинуть. Вот. Третий этап — это уже сбор документов, то есть есть определенный перечень документов, население его собирает, инициативная группа уже работает, там 3-4 человека обычно в инициативной группе, они готовят документы, формулируют пакет, загружают его в информационную систему нашу, по ПМИ-РБ, вот. Ну, соответственно, мы их проверяем, и дальше у нас идет уже определенные критерии, по которым у нас отбираются заявки, то есть им присваиваются баллы. Всего 15 критериев, по этим 15 критериям каждая заявка оценивается и присваивается рейтинговый балл. И, соответственно, проекты, набравшие наиболее максимальные баллы, становятся победителями этого конкурса. Средства, которые перечисляют жители, где они и на каком счете хранятся, и каким образом осуществляется контроль за ними? Сбор денег собирается только после объявления результатов нашего конкурса, то есть до завершения конкурса деньги не собираются. Только когда проект признается победителем, следующий этап — это уже сбор средств. Ну, средства собираются на специальном счете. Вот, как средства населения собраны, после этого только уже перечисляются бюджетные средства. Расскажите, пожалуйста, каким образом осуществляется контроль качества работ по программе поддержки местных инициатив, да, потому что вы же сами рассказали, это очень большой путь до того момента, когда будут выделены деньги и из республиканского, из муниципального бюджета, и в том числе за счет средств жителей. Ну, на самом деле это не такой большой путь, учитывая, что у нас участвуют бюджетные средства. На сегодняшний день это самый быстрый, самый легкий способ решения улучшения социальной инфраструктуры на селе и в городах. То есть это наиболее легкий способ. Вот, но, тем не менее, вот согласитесь, есть такая проблема, когда большинство жителей многоквартирных домов предпочитают не участвовать ни в каких собраниях, и очень сложно добиться. Это очень редкий случай, когда весь дом будет принимать участие в обсуждении. Но это же программа поддержки местных инициатив. Если нет инициативы, то мы ничего поделать не можем. В данном случае мы как бы сторонние наблюдатели. Мы предлагаем, если людям это интересно, они участвуют. И мы, соответственно, организовываем им все эти помогаем оформить документы соответствующим образом и участвовать в конкурсе. Вот. А если нет инициативы, то мы ничем помочь это уже не можем. ваша главная боль, а главная боль тех, кто живет в доме и хочет убедить своих соседей. Какие цифры вы ожидаете уже на следующий год? Все-таки в этом году они такие рекордные. Ну, это на самом деле очень феноменальная была цифра, потому что это вообще в России такого количества проектов нету. То есть ни один регион, то есть больше 50 у нас субъектов Российской Федерации реализуются подобные программы, но республика наша, она является рекордсменом вообще по количеству участников. Ну, не рекордсменом по объему финансирования, но при этом рекордсменом по количеству участников. Поэтому это довольно трудоемкий процесс. Прогнозировать очень тяжело, тем более, что у нас следующий конкурс, он, скорее всего, пройдет уже в таких условиях ограничений определенных. Вот, но не меньше 1000 должно быть, я думаю. И по работе с подрядчиками, каким образом выстраиваются отношения с ними? Ну, конкурсы проводятся на местах, помогают муниципалитеты проводить, там, есть у них специально подготовленные люди, которые организуют конкурс. Тут двойной контроль со стороны государства и есть контроль со стороны общественности, поэтому проект реализуется очень, на довольно высоком уровне. Как вы считаете, программа поддержки местных инициатив вносит в развитие гражданского общества здесь, у нас в Башкортостане? Безусловно, безусловно. Мы проводим определенные научные исследования по результатам проведения конкурса. Мы видим, что растет, во-первых, сплоченность населения. То есть опрос свидетельствует о том, что сплоченность населения вырастает, что люди готовы решать сообща проблемы, хотят обсуждать это все, хотят больше взаимодействовать с муниципалитетами и договариваться, решать общими силами накопившиеся проблемы.
Спасибо вам большое. Это была программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. У нас в гостях был Азамат Барлубаев, сотрудник Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Мы говорили о местных инициативах. В сентябре стартует следующий этап. Обязательно принимайте участие и оставайтесь на БСТ.